Председатель Европейского экономического и социального комитета Энри Малас и глава делегации Евросоюза в Молдове Пирк Топиола посетили с официальным визитом столицу Гагаузии. Они провели ряд встреч с Башканом Михаилом Фармузалом, спикером Народного собрания Дмитрием Константиновым, а также встретились с студентами Камрадского государственного университета. Камрадский государственный университет – это один из единственных официальных учреждений, который официально поддержал курс на европейскую интеграцию. Вы видели очень много важных встреч, которые проходили в Государственном университете. Мы очень надеемся, что эти встречи несут объективную информацию. Эта объективная информация поможет вам для того, чтобы определиться с внешним курсом Республики Молдова. В свою очередь, председатель Европейского экономического и социального комитета Энри Малас отметил, что был рад побывать в Гагаузии, о которой так много говорят в средствах массовой информации в последнее время. Я приехал в вашу страну с большим интересом. Почему? Потому что вот уже 2 недели все СМИ восточных стран очень много узнали о Гагаузии. Нужно очень много работать и сделать все возможное для того, чтобы были сделаны те изменения в написанных текстах Конституции в тот момент, когда Республика Молдова подойдет к тому, что она будет подписывать соглашение о вступлении в Евросоюз. На встрече с руководством автономии стороны обсуждали вопрос действия закона об особом правовом статусе Гагаузии. Говорили о том, что экспертное сообщество, в том числе и Венецианская комиссия, будут оказывать содействие в исполнении закона об особом правовом статусе автономии, отметил на встрече башкан Гагаузии Михаил Фармузал. Мы рассказали о тех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, и попросили поддержки в вопросах исполнения и соблюдения закона об особом правовом статусе Гагаузии. Между тем, глава делегации Евросоюза в Молдове Пирк Топиола призвал более конкретно обсуждать имеющиеся проблемы Гагаузии вместе с руководством страны. Есть очень много прагматических вопросов, которые надо решать в взаимодействии между Кишиневым и Камрадом. И что нам надо строить условия и возможности действительно найти прагматические, работающие решения и ответы на иногда очень болезненные вопросы. И все это в рамках именно этих европейских ценностей. Европейская делегация отметила, что это не последний визит в Гагаузию, и диалог между Европейским Союзом и Гагаузской автономией продолжится активнее.